В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Курейш Царуев, руководитель дирекции ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы Магомед Шадыжев, министр сельского хозяйства и продовольствия Руслан Костуев, глава администрации Джайравского района Ибрагим Ильянов и жители населенного пункта. Последние годы многое делается для развития агропромышленного комплекса. 100% обновлена сельхозтехника, закуплено удобрение, идет возрождение жизненно важных отраслей – животноводство, садоводство, овощеводство, пчеловодство. В Джайравском районе практически исключено производство земледельческой продукции. С открытием теплицы в районе будут выращиваться овощи. Начало положено, а в течение 2 лет подобные теплицы будут построены и в других районах республики, сказал вице-премьер Курейш Царуев. В дальнейшем из года в год по программе ФЦП будут строиться теплицы. Это и в Сулинском районе, в Малгобекском районе. То есть, я думаю, где-то год-два мы можем говорить смело, что в Ингушетии имеется овощеводство закрытого грунта. Министр сельского хозяйства Руслан Костуев отметил, что овощная продукция будет иметь хороший спрос с учетом развития туризма в Горной Ингушетии. Овощи можно будет поставлять и для отдыхающих в лечебно-оздоровительном комплексе Армхи. Тем более выращенные в Джайравском районе помидоры, огурцы, без сомнения, будут отличаться по своим вкусовым качествам, сказал он. Сегодня делается особая ставка на Джайравский район. Дело в том, что вот эта первая теплица, она где-то 300 квадратных метров, только теплица сегодня. Но инфраструктура тут сделана, значит, подрядчиками на 3 таких теплиц примерно. Мы сейчас в дальнейшем будем думать, значит, дальше размножать такие теплицы еще 3 штуки. Я бы пожелал руководству и тем людям, которые будут работать на данном предприятии, успеха в работе, чтобы получали максимальный урожай и хорошую зарплату. По мнению Курейша Царуева, необходимо использовать благоприятные климатические условия горного района республики. В теплице круглый год будут работать 20 человек. Мощная котельная позволяет обеспечивать необходимый температурный режим еще в 2 аналогичных сооружениях. Так что, возможно, строительство теплиц будет продолжено, тем более затраты окупятся с лихвой, отметил заместитель председателя правительства. Тадзила Куштуева, Марина Дзортова, Рустам Чехкиев.